Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций рассмотрит вопрос о возможности возобновления выдачи статусов нейтральных атлетов российским спортсменам на заседании, которое пройдет с 1 по 2 декабря. Совет World Athletics принял решение вернуться к этому вопросу в конце сентября. Тогда было отмечено, что рабочая группа Международной организации по восстановлению ВФЛА ждет от российской стороны к концу года значительного прогресса в реализации плана восстановления. Напомним, членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года. Александра Трусова стала победительницей 4-го этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани. Спортсменка за 2 проката получила 248,63 балла. Отметим, что результаты Трусовой в произвольной программе и суммарный показатель превысили 2 мировых рекорда. Однако они зафиксированы не будут, так как соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев. Второе место на этапе Кубка страны заняла Алена Косторная, третьей стала Майя Хромых. Сегодня будет представлена произвольная программа в танцах на льду и короткая в парном катании. Турнир завершится 12 ноября. Российский форвард Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин возглавил рейтинг лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне россиянин провел в регулярном чемпионате 69 матчей, в которых забросил 32 шайбы и сделал 63 голевые передачи. Благодаря таким показателям Панарин был включен в символическую сборную регулярки, а также был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии Ассоциации журналистов и по версии хоккеистов. Но оба приза были присуждены немецкому форварду Эдмонтона Леону Драйзайтлю. Помимо Панарина в десятку лучших крайних попали Никита Кучеров и Александр Овечкин, которые расположились на 3-й и 4-й позициях соответственно. Баскетболисты подмосковных «Химок» выиграли у столичного ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 86-78. Самым результативным игроком матча стал центровой хозяин площадки Грег Монро, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. У армейцев самым точным был Майк Джеймс, на его счету 20 баллов. «Химки» занимает 8-е место в турнирной таблице, одержав 3 победы в 7 встречах. Московский клуб идет на 4-й строке, имея в активе 4 победы в 6 играх. В следующем матче «Химки» в гостях сыграет с казанским «Униксом», а ЦСКА на выезде сойдется с пермской «Пармой». Обе встречи пройдут 22 ноября. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России по Северному многоборью. Соревнования завершились в Красноярске. Как сообщает «Спорт Якутии», наши спортсмены записали в свой актив 7 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Отметим, что в абсолютном первенстве Алексей Сазонов и Георгий Сафронов стали первыми, а Амелия Алексеева заняла 2-е место. Помимо этого, Валентина Борисова установила новый рекорд России в метании аркана, сделав 70 точных бросков. Якутские стритлифтеры успешно выступили на открытом кубке и первенстве России, которые прошли в Москве. По итогам 2 соревновательных дней команда республики в составе Леонида Саммеля, Елены Цой, Александры Барашковой, Тургуна Егорова и Александра Харчева завоевала 26 медалей. Отметим выступление Барашковой, которая принесла в копилку команды 6 наград высшего достоинства, а также Цой, которая взяла 4 золота и 2 серебра. Якутские стритлифтеры заявляют, что вошли в число лучших в России, что теперь им предстоит показать себя на чемпионате мира. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!